Бегали, прыгали, он подскользнулся, и он его задавил. Ну как? Вы играли, он подскользнулся? Ребят, в общем, всем привет. Такая ситуация. Кирилл мне написал, чтобы я приехал по точке. И вот, походу, я что-то вижу, виднеется. Я ни хрена, в общем, не понял, что это за место, что ему тут нужно. Смотрите, то есть вот точка, она находится вообще просто, не знаю, на телефоне тут видно на камере или нет. Вот, просто в пустыре, а на самом деле отказался лес. Таксист отказался меня везти уже сюда вглубь, потому что нет, как видите, ни дороги, ничего, я просто иду по лесу. Но я бы усомнился бы, если бы... Здорово, Макс, это мой новый номер. Слушай, срочно можешь подъехать? Я тебе сейчас координаты скину. Там такая тема, ты вообще просто офигеешь. Короче, я жду тебя, давай побыстрее только, потому что на улице холодно. Короче, ребят, такая тема, номер этот недоступен. Дай-ка на старый ему позвоню его. Реально уже замучился идти. Алло. Да, я подъехал. А ты где? Чего? Ты где? Я просто реально замерз тоже уже. Ну ты где? Я сплю. Ты про что? Какой, в смысле сплю? Вот тут дома, короче. Я тебе говорил, я вчера до утра гулял с друзьями. Ты только гулял, ты мне голосовуху прислал, чтобы я приехал по адресу, я приехал. Дальше что? Чего? Ты вообще, Макс, я не понимаю. Давай это поддай, я проснусь, дай мне минут 30. Какие минут 30? Я в лесу стою. Что там происходит? Опять отобрали всю недвижку тебе? Ребят, короче, смотрите, какой дом у меня теперь. Вот. Точнее, у нашей банды. Ничего, тогда выглядит гораздо лучше, чем тот дом. Я, короче, купил в прошлом ролике у какого-то чувака просто дом на Рублевке. То есть тут куча комнат, тут нормальный подвал, кстати говоря, нормальная ванна. Сейчас я покажу внизу. Короче, небольшой рум-тур сейчас вам проведу. Прикол в том, что я купил его всего лишь за 95 миллионов. Он хотел сотку, но типа торганул там 5 лямов. Но это же реально не сравнится с тем домом, который стоил 1,5 миллиарда. То есть здесь по всем параметрам этот дом гораздо лучше. Сейчас я вам покажу еще подвал. Вспомните, какой подвал был там и какой подвал теперь здесь. Огромный просто склад реально. И короче, все, кто находится в моей банде, теперь будут респавниться, когда заходят в игру именно на этой базе. Снаружи можно было, конечно, и получше, но в целом и этот дом неплохой. То есть именно такой он минималистичный, без всего лишнего. То есть вот такой, короче, дом. Прикольно. А внутри он выглядит как замок, понял? Алло? Алло? Лер? Лер, ты что, плачешь там? Лер, там все в порядке? Лера! Лер, что случилось? Мальчик, погиб. Приезжай скорее, пожалуйста. Какой мальчик где погиб? Где ты находишься? Я не знаю. Есть кто-нибудь там? Есть кто-нибудь там еще из людей, кто может... Скажите, пожалуйста, где вы сейчас? Алло. Алло, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, адрес, где вы находитесь? Луна 15. Ага, все, хорошо, сейчас подъедем. 60. Все. О, Да, сейчас, сейчас подъеду. Все, Лера, все, не переживай, сейчас подъеду. Я ни хрена, она сказала, мальчик погиб, ну, стой, ну там взрослая женщина. Одно дело, когда они с Максом тогда что-то там накосячили, я так думал, а другое дело, там взрослая женщина просто адрес сказала, то, что реально что случилось. Вон она. Желтый шар? Белый. Да. Паркуйся где-нибудь. Давай, выходи, я сейчас припаркую. Смотри. Ты как? Лер, ты как? Давай, беги. Ты вообще такая? Стой, ты руки не распускай свои. Что случилось? Ты в порядке? Ничего с тобой нет? Не повредил ничего себе? Слушай, мужик, ты кто вообще такой? Я брат ее. Какой брат? Что случилось? Ты его знаешь? Да не трогай ты меня, ты чё? Ты поснимать пришел или что? Я брат Леры. Лера, твой брат? Камеру Что бери. случилось? Не лезь, так ты в камеру. Что случилось? Все в порядке, да? Мы играли с Сашей, бегали, прыгали, он подскользнулся, и он его задавил. Ну как, вы играли, он подскользнулся? Скажи еще раз, вот и до, как ситуация произошла?
Вы играли. Мы играли, бесились, там бегали снежками, баловались, толкали друг друга. Ехала машина, он стоял и подскользнулся. В том месте как раз там. Да, это не моя кровь. У меня руки трясутся. Ну да, вырубай.